сказка Рапунцель. Жили-были муж и жена. И жена хотела ребенка. И рядом с ними был красивый домик, и там жила злая королева. И вот, и у нее в саду было много цветочков, и была трава по имени Рапунцель. А жена очень хотела ребенка и сказала: Бог, дай мне ребенка, пожалуйста. А муж сказал: что ты так юстишь, моя жена? Вот. И она сказала, что она хочет ребенка, и она похудела и побледнела. И вот, на первый день он сорвал одну. Ей так понравилось, но она не делилась. А на второй день, вот, и ведьма сказала: ты что трёгаешь мою Рапунцель, быстро положи объят. И вот, а муж сказал: у меня жена хочет ребенка, я сделаю все, что вы скажете. А ведьма сказала: тогда, если у тебя родится мальчик, оставьте себе. Если родится девочка, отдайте мне. И вот, и у них родилась девочка, и они отдали. И вот. Потом девочка красивая, они да, родилась? Вот у них родилась девочка, и и бабушка назвала ее Рапунцель. Рапунцель выходила на улицу, но потом бабушка заперела ее в башню. И вот, и один раз в лесу пробегал принц и увидел, как ведьма забила: где Рапунцель, Рапунцель, это мама пришла, молока принесла, капусты несла. И вот, и он увидел и тоже так запел: Рапунцель, Рапунцель, это мама пришла, молока принесла и капусту. И вот, и когда она увидела, что к ней зашел принц, она испугалась и хотела его побить кастрюлей по голове. И потом он сказал: не бойся меня, Рапунцель, я завтра принесу лестницу и заберу тебя в свое королевство. А Рапунцель сказала это ведьме. И вот сказал: ко мне завтра принц придет и унесет тебя в замок. А бабушка разозлилась и отрезала ей волосы. Рапунцель без волос была, да? Вот у Рапунцель было короткие волосы. И вот, и пришел на второй день принц залез, увидел, что нет Рапунцель. Из-за страха прыгнул из окна и упал на колючку. Он ослеп. И вот потом он услышал, как Рапунцель плачет и родила детей. И вот потом у него появились глаза, и они жили долго и счастливо. Конец. Вот и сказки конец, да? Спасибо.